получили явку моего защитного, я полагаю, что все-таки явку нужно обеспечить, и судебное заседание слушания отложить на более позднюю дату. Дело в том, что когда мы лично с ним общались, он заявлял желание лично участвовать. Поэтому, в общем-то, я суд прошу обеспечить явку и привод, вынести определение о приводе. У меня не поступило такое ходатайство. Но я сейчас устно это заявляю. У меня есть о том, что он извещен надлежащим образом, но ходатайство о том, что он просит его личное участие обеспечить, ко мне не поступало. Уважаемый судья, еще раз говорю, я хочу заявить это устно, прошу устное ходатайство разрешить. Дело в том, что руководитель спецприемника объяснил, что по практике у нас, извините, конечно, да, вот именно содержание спецприемника очень скудно урегулировано на уровне законодательства. И он сказал, что по практике нам суд должен прислать определение о приводе. У нас очень короткое время, вот только вчера это ввестили, уважаемый суд. Может быть, он сейчас даже и написал заявление сам и передал руководителю спецприемника. Не было возможности просто-напросто заявиться. Очень короткое время. Я, уважаемый суд, все-таки прошу обеспечить явку и вынести определение. В судебном заседании является перерыв. Нам нужно выяснить обстоятельства, как мы можем обеспечить или явку. Может быть, у нас там видеоконференц-связь каким-то образом налажена. Я не могу сейчас просто ответить на этот вопрос. Так, перерыв 10 минут. Сейчас мы это все решим вопрос. И я разрешу тогда ваши ходатайства. Спасибо. Апелляционная инстанция не требует личного участия при рассмотрении жалобы. Потому тем более мы не можем сегодня обеспечить видеоконференц-связь, поэтому будем слушать. У него присутствует защитник, я думаю, вы все интересы его защитите. Еще какие-либо ходатайства имеются? Да, уважаемый суд, еще будет ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов, которые, которые мы возглавляли на жалобы, к сожалению, в момент подачи апелляционной жалобы не могла подтвердить. Сейчас, соответственно, просим приобщить к материалам дела документы, подтверждающие наличие близких родственников, которые на территории Российской Федерации, которые являются гражданами Российской Федерации, они на 4 детей в супруге. Соответственно, документы, медицинские документы, характеризующие состояние здоровья самого моего подзащитного, соответственно, его супруги, а также решение Люберецкого городского суда, соответственно, принятое по результатам административного искового заявления об обжаловании заключения об отсутствии гражданства моего подзащитного. Хочу обратить внимание на то, что буквально вчера это решение получила, на нем отсутствует отметка о вступлении в силу, поэтому полагаем, что обстоятельства отсутствия гражданства на сегодняшний день достоверно не установлены. И также, уважаемый суд, прошу приобщить к материалам дела копию запроса в посольство Республики Таджикистан, подтверждение выяснения нами того обстоятельства, что справка консульского отдела Республики Таджикистан о том, что подзащитный является гражданином Республики Таджикистан, подписано лицом, которое на момент выдачи справки уже не имело полномочий подписывать данные документы. К сожалению, на официальном сайте президента содержится лишь информация о том, что применялся генеральный консул, которым является господин Милов, подписавший справку, но фамилии ни новых консулов, ни предыдущих генеральных консулов в официальном сообщении не сообщается. В связи с этим мы подали запрос и просим, соответственно, разъяснить, да, кто на момент выдачи справки все-таки являлся полномочным подписывать данные документы. Вот, прошу данные документы приобщить к материалу дела и принять их во внимание при принятии. Оригинал данных документов? Да, у нас есть.
Позвольте, я еще уточню, там в оригиналах еще также документы, копии которых приложены к жалобе. Первоначальной нашей жалобе, там тоже оригинал. Приобщить материалам дела выше указанные документы. Да, уважаемый суд, и последнее ходатайство – это приобщение к материалам дела, также дополнительной правовой позиции по делу. Здесь пришло отражение в общем-то, наши утверждения, которые не вошли изначально в жалобу, но имеют существенное значение для рассмотрения, для правильного рассмотрения жалобы по существу. Вот. Поэтому также прошу приобщить и учесть данную дополнительную правовую позицию при принятии решения. Хотите приобщить к материалам дела? Дополнительную правовую позицию Больше нет еще. Постановление Люберецкого городского суда Московской области от 30 ноября 2017 года Шарипов Карамат Бакуевич привлечен к административной ответственности по статье 18.8, часть 3.1 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений и подвергнут административному наказанию или штрафу в размере 5000 рублей доход государства с административным договоренностью за пределы Российской Федерации с помещением в спецприемник. Не согласившись с данным постановлением, его защитник, адвокат Медведева, подала жалобу, в которой считает постановление Люберецкого городского суда незаконным, необоснованным, подлежащим отмене, поскольку вины Шарипова в совершении данного правонарушения не имеется. Кроме того, у него имеются родственники на территории Российской Федерации, граждане Российской Федерации, а именно жена и дети, один из которых страдает тяжелым заболеванием, является инвалидом 3-й группы. В связи с
считает, что незаконно были изъяты документы, а именно паспорт гражданина Российской Федерации Кушарипова, в связи с чем просит постановление отменить. Я так понимаю, производство по делу прекратить, да? Пожалуйста, слушаю вас подробно. Что вы желаете? Да, уважаемый суд, я не буду останавливаться на нормах закона, да, лишь скажу, что суд при принятии решения в соответствии с КЛАП должен исследовать дело всесторонне, полно, исследовать обстоятельства, касающиеся личности так называемого правонарушителя, соответственно, мотивов совершения правонарушения и обстоятельств совершения правонарушения. Фактически мы имеем постановление Рыберецкого суда, которое как бы просто придало юридическую силу той проверке, которую осуществил Управление по вопросам миграции. Никаким образом судебное следствие не проводилось. Объясню почему. Значит, уже при первоначальном, когда мы смотрим документы, мы видим, что рапорт об обнаружении правонарушения не содержит обстоятельств, при которых данное правонарушение обнаружено. Соответственно, обстоятельства не перенесены в протокол. Отсутствие необходимых сведений в протоколе для учета действительности. Но это что касаемо таких процессуальных моментов, пока не документов. Мы также полагаем, что вина моего подзащитного в принципе отсутствует. Совершение административного правонарушения инкриминируемого, потому что он просто оказался заложником ситуации. Получается, что 5 октября по распоряжению, которое не запрашивалось в органах МВД, по какому-то там распоряжению МВД, была инициирована проверка наличия отсутствия гражданства. Ну, просто так проверки не инициируются. И я полагаю, суд должен был запросить основания. Инициируется проверка, выявляется факт отсутствия гражданства, и 5 октября моего подзащитного изъимают паспорт. Ну, будучи человеком военным, человеком ответственным, дабы восстановить свои документы и доказать, что он законно пребывает и 20 лет за ночь пребывал в той России, он обращается в Рыберецкий суд. В суде он обжалует решение действия по изъятию паспорта и само заключение. Судебный акт по данному делу вынесен 30 ноября. И 30 ноября, хотя акт не вступил в законную силу, в течение нескольких часов составляется рапорт, непонятно при каких обстоятельствах, об обнаружении правонарушения. В течение этих же нескольких часов готовится материал, постановление, подается это в суд, и в этот же вечер по данному материалу административному выносится, соответственно, постановление обжалованными нами о том, что Шарипов виновен, о том, что мало того он виновен, что он оказывается выдворению подлежит. При этом все это происходило, еще раз повторюсь, в течение нескольких часов. Моему подзащитному праву на защиту не было, по сути, предоставлено. Он не мог ни правовую позицию оформить, не мог никакие доказательства предъявить, в связи с чем вот мы сейчас их предъявляем. Хорошо по делу был адвокат, да, по другому делу. Он уже явился представителем судебного заседания по 18-17 статье. Вот. Суд не исследовал вину, я уже отошла от темы, да, опять же остановилась на процессуальных нарушениях. Суд не исследовал вину, он доверитель оказался заложником ситуации. Он предпринял меры, чтобы восстановить документы. Решение до сегодняшнего дня в законную силу не вступило, но тем не менее сегодня он уже признан виновным. Виновным в чем? В том, что в 1992 году, когда произошел распад СССР и происходило определение гражданства в той или иной союзной республике, да, он служил в Объединенных Вооруженных Силах СНГ. На тот момент вообще вооруженных сил Таджикистана не существовало в принципе. Физически они были оформлены в 1994 году. А вот это вот вооруженные силы Содружества независимых государств, собственно, они были под юрисдикцией Российской Федерации. И этот вопрос судом также не исследовался.
Более того, официально по указу президента от 9 сентября 1992 года все подразделения, которые находились на территории Таджикистана, военизированные подразделения, учреждения, они официально были переведены в юрисдикцию Российской Федерации. И более того, принимая решение, я полагаю, суд должен был руководствоваться не только законодательством о гражданстве, законодательством о порядке пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, не только КоАП, но и подзаконными актами, которые регламентируют особый порядок получения гражданства именно военнослужащими. А именно постановление Верховного Совета Российской Федерации от 17 июля 1993 года, в котором написано о том, что, и оно не утратило времени до сегодняшнего дня, что гражданами признаются, гражданами Российской Федерации признаются лица, проходившие военную службу в воинских частях Объединенных Вооруженных Сил Содружества Независимого Государства. То есть лицо дело, да, соответственно, очень правильно проверяющий орган определил, что он проходил силу в войсках, в Объединенных войсках. Но потом проверяющий орган вводит в заблуждение. Значит, начали запрашивать территориальность подразделения, где он именно служил. Но, уважаемый суд, юрисдикция это не означает ограничение определенной территории. И вопрос этот суд не исследовал. Также, опять возвращаясь к теме вины моего подзащитного, я хочу сказать следующее, что вина у нас в форме умственной осторожности. Человек, мой подзащитный, 20 лет проживал на территории Российской Федерации, считал себя гражданином, выполнял гражданские права, реализовывал гражданские права, выполнял гражданские обязанности. И более того, он всю свою жизнь отдал служению вооруженных сил бывшего СССР и Российской Федерации. И сейчас, по истечении 20 лет, он просто признается ненужным нашему государству. Это нарушение, это неправильно. Уважаемый суд, и данное постановление, оно на сегодняшний день будет создавать прецедент. Что же получается? Все лица, которые на февраль 1992 года проходили военную службу в Объединенных войсках Содружества Независимого Государства, по заказу или по какой-то заинтересованности, или просто по любым основаниям, они могут лишиться гражданства Российской Федерации, а это, простите, не 10, не 20, не 100 человек. То есть по данному делу Люберецкий суд создал прецедент, что вооруженные силы Российской Федерации подвергнутся новой чистке. И это будет. Потому что спорные вопросы на сегодняшний день есть. При всем при том, что подзаконные акты четко регламентируют порядок предоставления российского гражданства именно лицам, которые проходили военную службу в Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимого Государства. Опять же, возвращаясь к теме вины, вина это самое основное при доказательстве вины, это самое основное при вменении совершения того или иного правонарушения. Мой доверитель не знал о том, что он гражданин Таджикистана. Впервые он увидел справку, которая датирована 25 ноября 2017 года, именно в судебном заседании, в котором, в общем-то, принято решение его выдворить. И может быть, если бы заключение об отсутствии гражданства или данные, какие-то подтверждения наличия гражданства Республики Таджикистан были предоставлены в момент изъятия паспорта, уважаемый суд, я прошу обратить внимание, что заключение о отсутствии гражданства мой доверитель увидел также позднее, в момент изъятия паспорта ему предъявлялся. Он, может быть, обратился бы и соответственно, в посольство Таджикистана установить свое гражданство, получить паспорт. Но фактически госорганы проверяющие изъяли паспорт, не объясняя причины, не дождались вступления в законную силу решения суда, а просто инкриминировали ему совершение преступления, что он находился без документов. А ведь документов-то его лишили те же проверяющие органы. Поэтому, уважаемый суд, не были исследованы обстоятельства совершения правонарушения. И
возможно, если даже в 92 году, если, может быть, кто-то сделал ошибку, хотя я не считаю это ошибкой, это совершенно обоснованно на уровне подзаконных актов. Какие-то, ну не знаю, паспортные столы или службы, которые оформляли документы, да, то мой доверитель не должен сейчас нести ответственность за то, чего он не совершал. Повторюсь, он 20 лет был гражданином Российской Федерации. В его военных удостоверениях везде стояла отметка, что он гражданин Российской Федерации. Более того, в материалах дела этот вопрос вообще не исследован. В целях исследования данного вопроса мы направили адвокатский запрос в Центральный архив нам личное дело. Предоставить нам личное дело с копиями и с оригиналами всех удостоверений, в которых была отметка гражданин Российской Федерации. Это же как получается? Он служил в вооруженных силах Российской Федерации. Принимая его на службу, ведь должна же какая-то проводиться правовая оценка, да, его принадлежности. Или она не проводится, и вооруженные силы у нас могут поступать совершенно любые граждане, в том числе какие-то там, извините, за скудность время. Вот. Проверка проведена необъективно. И судебная проверка, более того, не проводилась. Не проводилась проверка заключения на его действительность. Просто взял и утвердил, что вот это все верно. Также хочу сказать, что в соответствии с международным законодательством у нас в соответствии с статьей 8 Конвенции прав человека основных свобод указано, что, в общем-то, государства, которые поддержали, подписали эту конвенцию, должны гарантировать права, в том числе право на семейную жизнь, что семьи не должны разлучаться, и данная конвенция, она ратифицирована и, соответственно, широко применяется в судебной практике, в том числе в России. Обстоятельства наличия близких родственников на территории Российской Федерации суд не учел. Это прямое нарушение международных норм как минимум. Вот, полагаем, что, более того, уважаемый суд, хочу обратить внимание, что вот в справке, в свидетельстве о возвращении на родину указан район, куда человек должен возвращаться, где фактически у него нет ни недвижимого имущества, мы подтвердили это справкой, ни регистрации, ничего. Куда человек это вообще выдворять? Там, где ничего нет? Полагаем, что это тоже основание отмены выдворения. И в заключение, наверное, хочу сказать, еще раз обратить внимание сюда на то, что, наверное, это было бы обычным сегодня судебным разбирательством. Возможно, оно не вызвало бы столько интереса со стороны средств массовой информации, если бы имелись аналогичные прецеденты. На сегодняшний день нет. Почему? Потому что человек, ну, понятно, гастарбайтер приезжает в Российскую Федерацию заработать, ну, там нет документов, они их утратили. Здесь другое, здесь человек был гражданином Российской Федерации, и тут он, соответственно, перестает им быть. Вот. И сегодня, в общем-то, вашим решением будет, извините за тавтологию, решаться судьба не только моего подзащитного, а судьба, наверное, других лиц, которые проходили воинскую службу в Объединенных войсках Содружества независимого государства. Здесь первые дивизии, которые мой доверитель, мой подзащитный позже был переведен. То есть фактически люди находятся под угрозой лишения гражданства. Опять же, повторюсь, не один, не 10, не 100 человек. И, в общем-то, наверное, не случайно и не просто совпадение, что сегодняшнее наше судебное заседание совпадает с немаленьким государственным праздником Дня Конституции. В Конституции у нас прямо было указано, что Российская Федерация является частью международного сообщества, значит, она признает нормы международного права. Нормы международного права на судебное разбирательство справедливое, эффективное, на право, личные права, в частности, право на уважение семьи, на неразлучение семьи,
И поэтому, уважаемый суд, ваше сегодняшнее решение, в общем-то, имеет особую значимость. Особую значимость, ведь мы сегодня поймем, насколько соблюдается действительно Конституция в отношении воеводителей, и последствия, наверное, остальных лиц, которые проходили вместе с вами революцию на военном службе. Вот. Пожалуй, у меня все. Представьте, пожалуйста. 12.14. Это заключение к материалам проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства Российской Федерации. Установлено, что Шарипов родился 1 апреля 1963 года рождения в село Джой-Никузи, Файзабадского района Таджикской ССР. В 1997 прибыл на территорию Российской Федерации в город Ельня Смоленской области. 16 июня 1999 года Ельнинским РУВД Смоленской области документирован паспортом гражданина Российской Федерации, серия номер, на основании временного удостоверения офицера запаса, выданного Ельнинским районным военным комиссариатом Смоленской области в связи с военным запасом. Пункт 8. Заявление о выдаче паспорта по форме номер 1П. Отметки, подтверждающие принадлежность Шарипову гражданству Российской Федерации, отсутствует. 11 июля 8 года территориальным пунктом в городе Ельня МО ОФМС России по Смоленской области города Сафонова Шарипов документирован паспортом гражданина Российской Федерации, серия номер на основании вышеуказанного паспорта гражданина Российской Федерации в связи с достижением возраста 45 лет. В пункте 8 заявления о выдаче паспорта по форме номер 1П проставлена отметка «Не состоял». Пункт 1 статьи 13 Закона о гражданстве РСФСР от 28 ноября 1991 года рождения. В силу части 7 статьи 4 Федерального закона от 31 мая 2002 года номер 62 о гражданстве Российской Федерации, наличие у лица гражданства Российской Федерации либо факта наличия прошлого гражданства СССР определяется на основании законодательных актов Российской Федерации, РСФСР и СССР, действующих на день вступления обстоятельств, с которыми связывается наличие у лица соответствующего гражданства, обстоятельств, с которыми связывается наличие либо отсутствие гражданства Российской Федерации у Шарипова, определялись ранее действующим законом Российской Федерации от 28 ноября 1991 года номер 1948-1 о гражданстве Российской Федерации. Согласно части 1 статьи 13 Закона о гражданами Российской Федерации, в результате признания являлись все граждане бывшего СССР, постоянно проживающие на территории Российской Федерации на день вступления закона в силу, то есть 6 февраля 1992 года, если в течение 1 года после этого дня не заявят о своем нежелании состоять в гражданстве Российской Федерации. Шарипов зарегистрированный по месту жительства на территории Российской Федерации постоянно 6 февраля 1992 года не значился. Согласно карточкам регистрации Шарипов был зарегистрирован 18 февраля 1997 года по 28 октября 1997 по адресу Смоленская область, город Ельня, воинская часть 21-48. Из 28 октября 1997 года по 21 сентября 2007 года по адресу Смоленская область, город Ельня, район Кутузовский, дом 8, квартира 2-3. Согласно сведениям послужного списка Шарипова, он 30 августа 1980 года принял военную присягу и в период с 18 мая 1991 по 1 июня 1993 проходил службу в Орджоникидзевском объединенном городском военном комиссариате Таджикской ССР, должность помощника начальника отделения. По информации Министерства обороны Российской Федерации, Орджоникидзевский объединенный городской военный комиссариат по состоянию 6 февраля 1998 года входил в состав Объединенных Вооруженных Сил Содружества Независимых Государств и дислоцировался на территории Таджикистана, город Орджоникидзебад. В мае 1992 года указанный Объединенный городской военный комиссариат вошел в состав Вооруженных сил Таджикистана. Исходя из полученной информации, Шарипов в период с мая 1992 года по 1 июня 1993 проходил службу вооруженных сил Республики Таджикистан. Согласно имеющимся учетам МВД России, Шарипов, приобретшим гражданство Российской Федерации, а также оформившим выход из него в установленном законном порядке, не значится.
В электронной базе данных ДКС МИД России Шарипов, как приобретший гражданство Российской Федерации, в консульских учреждениях Российской Федерации за рубежом не значится. Учитывая изложенное, а также отсутствие обстоятельств, наличие у Шарипова гражданства Российской Федерации постановил проверку обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства Российской Федерации у Шарипова считается законченной. Руководствуясь частью 7 статьи 4 Федерального закона 31 мая 2002 года номер 62 ФЗ о гражданстве Российской Федерации установить отсутствие гражданства Российской Федерации у Шарипова Карамата Бакуловича 63 года рождения, уроженца село Жулин-Студия, Казабадского района Таджикской ССР. Шарипов Карамат Бакулович паспортами гражданина Российской Федерации документирован в нарушении установленного порядка. Так, 33 это объяснение Шарипова. Я Шарипов Карамат Бакулович 63 года, являюсь гражданином Российской Федерации. Гражданином никакого другого государства я не являюсь. Меня никто не обязал выезжать в территорию Российской Федерации. Заключение с материалом проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства Российской Федерации с Шариповым, я ознакомлен и не согласен. Я обжаловал его в городской суд. Решение суда в законную силу не вступило. Я намерен обжаловать его в вышестоящую инстанцию. Свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан является недействительным, так как гражданином Таджикистана я не являюсь. О существовании данного документа мне ничего не известно. В связи с высшим указанным административного нарушения в моих действиях нет. И оснований для привлечения меня к административной ответственности нет. С моих слов записано верно, мной прочитано. Дальше. 55. Налоговой инспекции в районе Кирдавси относительно вашего обращения об отсутствии долга гражданина Шарипова Карамата Бакуловича по налогу недвижимого имущества физических лиц сообщается, что вышеназванное лицо согласно компьютерной программе информационной системы налога не зарегистрирован в налоговой инспекции района Кирдавси как налогоплательщик налога на недвижимое имущество физических лиц. Бытовая характеристика 68. Шарипова Карамата Бакуловича, уроженца Таджикистана, Таджикской ССР, Фаизлибадского района, село Жулини-Кумпе, зарегистрирован по адресу Московской области, район города Соседних улица, Кузьминская, дом 9, квартира 108, проживает по адресу регистрации. Шарипов проживает по указанному адресу с апреля 2010 года. За период проживания зарекомендовал себя как примерный гражданин, поддерживающий хорошие отношения как в семье, так и в общении с соседями. В конфликтных ситуациях с соседями не замечен. Напротив, дружелюбит, приветлив, вежлив и по возможности оказывает им помощь. Соседи отзываются о Карамате Бакуловиче положительно, характеризуя его как вежливого, общительного, доброго человека. Злоупотреблением спиртными напитками ненавижу, всегда имеет опрятный внешний вид. Карамат Бакулович принимает активное участие в воспитании детей. Карамат Бакулович принимает участие в общественных собраниях по нашему дому и требуемых работах, проводимых в нашем доме и на прилежащих территориях. Ну и что нам вот это дает? Дело в том, что справка, которая была выдана консульством под подписью Гулова, датирована 25 ноября 2017 года, подписана руководителем консульской службы, то есть генеральный консул. И прошу обратить внимание, что с 22 ноября назначен иной консул. То есть Гулов уже не являлся консулом на дату подписания справки. И для проверки дополнительной этой информации, поскольку фамилия не указана на официальном сообщении, мы направляли адвокатский запрос. Вот вчера буквально я нарочно отнесла.
решении сделано. Ну, это изначально я не могла приложить. Настроение административного иска. Изначально не могла приложить копию решения суда для отметки о вступлении в законную силу, поэтому очень прикладывала вот информацию с сайта. Вы мне предоставили. Так, сегодняшние документы – это справка о составе семьи, жена и 3 детей. Также прикладываются свидетельства о рождении. Справка об инвалидности дочери. Пожалуйста, подобные жалобы есть что-то такое? Да, дополнение все-таки прошу внимание обратить в суд, что Егерецкий суд не исследовал надлежащим образом все обстоятельства дела, и все шло из недостоверного заключения. Вся эта ситуация сложилась из недостоверного заключения о гражданстве. Проверяющие органы совершенно верно установили факт службы о составе Объединенных Вооруженных Сил СНГ на дату 6 февраля 1992 года. Однако, поскольку они применили закон, подлежащий применению, да, в котором указывается, что лица, которые проходили службу в данном военном формировании, да, и, соответственно, впоследствии прибывшие для прохождения службы на территории Российской Федерации являются, имеют право на получение гражданства. Вот проверяющий орган это не учел, и началась вот эта вся неопределенность. И в заключении неправильный вывод суда о том, что в мае 1992 года вот эти объединения, Объединенный городской военный комиссариат вошел в состав вооруженных сил Таджикистана. Этот вывод он совершенно ничем не обоснован, в то время как вооруженные силы Таджикистана юридически были оформлены в 1994 году, а де-факто они сложились не ранее 1993 года. Откуда сделан такой вывод, тоже непонятно. Соответственно, вот этого вот необоснованного заключения человек был необоснованно подвергнут административному наказанию. Прошу суд принять во внимание доводы нашей жалобы, доводы дополнительной правовой позиции и принять решение, соответственно, о принятии постановления. Все, Так, суд удаляется на совещание до 13:00. Решение 12 декабря 2017 года. Судья Московского областного судья Комарова рассмотрела судебное заседание жалобы защитника адвоката Медведева в защиту интересов Шарипова на восстановление Люберецкого городского суда Московской области от 30 ноября 2017 года по делу административного правонарушения, предусмотренного частью 3 прим. 1 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений в отношении Шарипова Карамата Бакоевича. Установил постановление Люберецкого городского суда Московской области от 30 ноября 2017 года Шарипов Карамат Бакоевич, 63 года рождения, признан на совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений, административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей с административным удалением за пределы Российской Федерации с помещением спецприбора. Не согласившись с вынесенным постановлением суда, защитник Шарипова адвокат Медведева его жалобу просил отменить, указывая на невиновность Шарипова в совершении данного правонарушения. В жалобе ссылалась на то, что Шарипов не является гражданином Республики Таджикистан, он в соответствии с законом получил гражданство Российской Федерации, паспорт гражданина Российской Федерации у него изъят незаконно. Он проживает на территории Российской Федерации совместно с женой и 3 детьми, одна из которых является инвалидом 3-й группы с детства. Просит постановление суда отменить. Шарипов, надлежащим образом изучению дате времени рассмотрения дела ходатайства положения дела не заявлял, в связи с чем суд приходит к выводу рассмотрения дела в его отсутствии. Проверив материал дела, изучив доводы жалобы, заслушав пояснение защитника Медведева, суд второй инстанции оснований для отмены или изменения постановления по делу административного правонарушения не усматривает. Из материалов дела следует, что 30 ноября 2017 года в 14:30 при проведении проверки соблюдения иностранного гражданина режима пребывания в России по адресу Московской области, город Люберцы, улица Колорадова, 19, был выявлен гражданин со слов, назвавшийся гражданином Шариповым Караматом Бакоевичем, который не имел при себе документов, удостоверяющих личность. В ходе проверки по базам данных ППО территория установлено, что в отношении вышеуказанного гражданина 29 сентября 2017 года начальником МВД России Исмаиловской области генерал-майором Салютиным вынесено заключение, согласно которому установлено отсутствие гражданства Российской Федерации у Шарипова.
1 апреля 1963 года рождения, 4 октября 2017 года на основании указанного заключения Шарипова начальником УМП номер 7 УВМ МВД России Люберецкой Воронковой был изъят паспорт гражданина Российской Федерации, серии номер. Выдано в нарушение установленного порядка ТП в городе Ельня МО УФМС России в Смоленской области 11 августа 2008 года. Также согласно справке, выданной 6 октября 2017 года ОГ и РБ ПРС МВД Республики Таджикистан, гражданин Шарипов является гражданином Республики Таджикистан. Нарушение статьи 5 ФЗ Российской Федерации номер 115 от 25 июля 2002 года о правом положении иностранных граждан Российской Федерации уклонился от въезда из Российской Федерации, тем самым нарушил режим пребывания иностранных граждан Российской Федерации. Ответственность за нарушение иностранным гражданином и лицом за гражданского режима пребывания Российской Федерации, выразившегося в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание Российской Федерации, или в случае утраты таких документов не подачи заявления об утрате соответствующего органа, либо в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания, установленной частью 1.1 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений. В соответствии с частью 3.1 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений, нарушение предусмотренной частью 1.1 настоящей статьи, совершенной в городе федерального значения Москва или Санкт-Петербург, или в Московской или Ленинградской области, влекут наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 7 тысяч рублей с административным удовлетворением за пределы Российской Федерации. В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 25 июля 2002 года номер 115 определяя правом положения иностранных граждан Российской Федерации, временно пребывающих в Российской Федерации иностранные граждане, обязаны ездить из Российской Федерации по истечении срока действия визы или нового срока временного пребывания, установленного настоящим федеральным законом или международным договором Российской Федерации, за исключением случаев, когда на день истечения указанных сроков ему продлен срок действия визы или срок временного пребывания, либо ему выдана новая виза или разрешение на временное проживание или вид на жительство, либо у него принято заявление и иные документы, необходимые для получения или разрешения на временное проживание, в порядке предусмотренном статьей 6.1 настоящего федерального закона, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, принятых ходатайства работодателя или заказчика работы, услуг, о привлечении иностранного гражданина к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста или заявления работодателя или заказчика работы, услуг, проведения срока действия разрешения на работу, выданного такому высококвалифицированному специалисту в соответствии с статьей 13 настоящего федерального закона. На основании статьи 25 федерального закона о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию иностранных гражданин или лицо без гражданства, въехавшись на территорию Российской Федерации, нарушение установленных правил, либо не имеющие документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации, либо утратившие такие документы и не обратившиеся с соответствующим заявлением в территориального органа федерального органа исполнительной власти, полномоченного на осуществление функций контроля надзора в сфере миграции, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечению срока пребывания в Российской Федерации, а равно нарушившие права транзитного проезда через территорию Российской Федерации являются незаконными, находящимися на территории Российской Федерации и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Факт совершения Шарипова вмененного ему административного правонарушения подтверждается в том числе рапортом сотрудника полиции, протоколом административного правонарушения, справкой из консульской службы посольства Республики Таджикистан Российской Федерации, свидетельством о возвращении в Республику Таджикистан, заключением начальника МВД России по Смоленской области иными доказательствами по делу. Все имеющиеся в деле доказательства, свидетельствующие о виновности Шарипова в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений в соответствии с требованиями статьи 26.2 данного кодекса и не противоречит действующему законодательству. Действия Шарипова по части 3.1 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений квалифицированное правильное постановление по делу административного правонарушения, вынесенное городским судом в соответствии с требованиями статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений в основном материала дела подробно и было исследовано судом. Сроки давности привлечения к административной ответственности соблюдены, основания прекращения производства по делу не имеется. Административное наказание Шарипова назначено по общим правилам его назначения в соответствии с требованиями статьи 3.1, 3.5, 3.10, 4.1, 4.3 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений с учетом характера совершенного правонарушения данных о личности иностранного гражданина находится в рамках санкций статьи.
Городским судом дана надлежащая оценка представленным доказательствам, обоснованно указано на то, что вина Шарипова в совершении вмененного правонарушения доказана материалом дела, в связи с чем суд второй инстанции считает привлечение данного лица к ответственности правомерным и обоснованным, а назначенное ему наказание справедливым. Вопреки доводам жалобы, предусмотренных законным основанием для отмены постановления суда, либо исключения дополнительного наказания для административного уголовения, при рассмотрении жалобы не установлено. Семья и семейная жизнь, относясь к ценностям, находящимся под защитой Конституции Российской Федерации, международных договоров России, не имеют, однако, безусловного во всех случаях преимущества перед другими конституционными значимыми ценностями, а наличие семьи не обеспечит иностранным гражданам бесспорного иммунитета от законных и действенных принудительных мер в сфере миграционной политики, соразмерных опасностей миграционных правонарушений, особенно массовых, и практики уклонения от ответственности. Это определение Конституционного суда Российской Федерации от 5 марта 2014 года, номер 628 ООН. Статья 8 Конвенции о защите прав человека, при основных свобод, признавая право граждан на уважение его личной и семейной жизни, не допускает вмешательства со стороны публичных властей при осуществлении этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом, необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны в целях предотвращения беспорядков или преступлений для охраны здоровья или нравственности, защиты прав и свобод других лиц. Приведенные нормативные положения в их интерпретации Европейским судом по правам человека не препятствуют государству в соответствии с нормами международного права и своими договорными обязательствами контролировать въезд иностранцев по равной их пребыванию на своей территории. В вопросах иммиграции статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод или любое другое его положение не может рассматриваться как возлагающее на государство общую обязанность уважать выбор супружескими парами страны совместного проживания и разрешать воссоединение членов семьи на своей территории. Постановление 28 мая 1985 года по делу Абдул-Азиз, Кабалес и Балкандали против Соединенного Королевства. Также постановление 19 февраля 1996 года по делу Брюль против Швейцарии от 10 марта 2011 года по делу Киевтин против России. Европейский суд по правам человека пришел к выводу о том, что названная конвенция не гарантирует иностранцам право въезжать в определенную страну или проживать на ее территории и не быть высланным, указав, что лежащая на государстве ответственность за обеспечение публичного порядка обязывает его контролировать въезд в страну. Вместе с тем, решения в этой сфере, поскольку они могут нарушать право на уважение личной и семейной жизни, охраняемой в демократическом обществе статьей 8 названной конвенции, должны быть оправданы несущей социальной необходимостью и соответствии правомерной цели. Постановление 21 июня 1988 года по делу Берегха против Нидерландов, а 24 апреля 1996 года по делу Буханини против Франции, от 26 сентября по делу Эль Бужаиди против Франции, от 18 октября 2006 года по делу Юнер против Нидерландов, а 6 декабря 2007 года по делу Люблю против России. Решение от 9 ноября 2000 года по вопросу о приемлемости жалобы Андрей Шибанов против Латвии. Относительно критериев допустимости в демократическом обществе Европейский суд по правам человека отметил, что значение, придаваемое тому или иному из них, будет различным в зависимости от обстоятельств конкретного дела. Государство связано необходимостью установить справедливое равновесие между конкурирующими интересами отдельного лица и общества в целом, имеет определенные пределы усмотрения. В то же время право властей применять удвоение может быть важным средством предотвращения серьезных и неоднократных нарушений миграционного законодательства, поскольку оставление их безнаказанными подрывало бы уважение к такому закону. При этом законность проживания мигранта позволяет судить о его лояльности к правопорядку страны пребывания. Необходимость назначения дополнительного административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации предусмотрена санкцией частью 3.1 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений. В соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение в соответствии с Кодексом Российской Федерации административных правонарушений. При назначении административного наказания физическому лицу учитывается характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства
смягчающую административную ответственность и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. Усматривается изначально дело судом требования части 2 статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и части 4.1 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений были соблюдены. Учтены характер совершенного административного правонарушения, личность виновного и другие обстоятельства дела, доводы заявителя о наличии на территории Российской Федерации семьи не освобождают иностранного гражданина от обязанности соблюдать миграционное законодательство Российской Федерации и не являются основанием к невозможности применения к шариковому наказанию в виде административного удовлетворения за пределы Российской Федерации. При таких обстоятельствах постановление суда включается назначение дополнительного наказания в виде административного удовлетворения за пределы Российской Федерации основано на данных, подтверждающих необходимость применения к шарикову указанной меры ответственности и ее соразмерность, предусмотренной частью 1 статьи 3.1 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений в целях административного наказания, связанного с предупреждением совершения новых правонарушений, как самими правонарушителями, так и другими лицами. В этой связи суд второй инстанции приходит к выводу о том, что нарушение права на уважение личной и семейной жизни Шарипова и иных положений международных соглашений, участником которых является Российская Федерация, в том числе Конвенция о защите прав человека и основных свобод, не усматривается. Доводы о том, что заключение незаконно подлежит отклонению, так как в настоящий момент данное заключение никем не отменено, принято решение об изъятии у Шарипова паспорта и признании его недействительным. Оценивая иные доводы жалобы, суд второй инстанции считает, что они не указывают на обстоятельства, которые следует рассматривать как основание для отмены или изменения постановления городского суда. Процессуальных нарушений, ведущих безусловно отмену судебного постановления, не допущено, оснований для его отмены или изменения по доводам жалобы не установлено. На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 31 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений, суд решил постановление Люберецкого городского суда Московской области от 30 ноября 2017 года по делу административных правонарушений, предусмотренным частью 3.1 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений по отношению Шарипова Караматова Коевича оставить без изменения, жалобу без удовлетворения. Судья против. Понятно решение?